Каждый в этой стране должен учиться программированию на компьютере, потому что оно учит тебя думать. Стив Джобс. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь, Оливия? Астронавтом. Я хочу быть модельером, баскетболисткой. Я хочу быть актером, врачом, учителем, шеф-поваром, художником. А кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Русалочкой. Ты знаешь, кто такие программисты? Нет. 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 Я думаю, что это связано с кодами, с какими-то таинственными программами. Я думаю, что они... Что? Программисты? Нет. В наши дни практически все в той или иной степени является результатом программирования. Итак, что это? Программирование — это когда ты просто объясняешь компьютеру, что тебе нужно, чтобы он сделал для тебя. Когда ты программируешь, ты обучаешь, возможно, самое глупое создание во Вселенной, компьютер, как сделать что-либо. Программирование — это одна из тех уникальных вещей, когда ты можешь просто сесть и сделать что-то совершенно новое с нуля. Все, что угодно. Это совсем не то же самое, что играть на инструменте или заниматься спортом. Это нечто такое, что поначалу отпугивает, но с этим можно справиться. Программирование — это то, чему можно учиться. Я знаю, что оно может поначалу отпугивать. Многие вещи отпугивают, но что не отпугивает? Большинство того, чем занимаются программисты, это простые вещи. Это гораздо больше похоже на решение задач, но люди, как правило, думают, что это что-то гораздо более сложное. Что ж, если все настолько просто, почему тогда так мало людей занимается этим? В последующие 10 лет появится около 1,5 миллиона вакансий в сфере информатики. Но только порядка 400 тысяч людей выпускается по этой специальности. Существует нехватка еще около миллиона людей. Итак, с чего ты начнешь? Я был увлечен картами, когда был ребенком, и городами в частности. Поэтому я сказал себе, что буду программировать. У меня была совершенно ясная цель, которую я хотел добиться. Видеть карту города на экране, двигать ее, ставить объект на карте, представлять их местами, видеть, что происходит в городе, как он работает, чем он живет, чем он дышит. Самая первая ранняя вещь с использованием программного обеспечения была возможность решать, когда проходят экзамены в мой класс, что, в свою очередь, позволило мне выбирать, какие девочки будут учиться в моем классе. Первая программа, которую я написал, спрашивала, какой у тебя любимый цвет или сколько тебе лет. Вначале я создала программу, при помощи которой на экране рисовался зеленый круг или красный квадрат. Первое, что я сделал, это вывел на экран надпись «Здравствуй, мир». Я заставил компьютер делать это, и это было просто удивительно. Когда я научился программировать, то передо мной как будто бы стала стена, в которой множество маленьких дверок. И когда ты открываешь их, одна за другой, из них прорывается свет. И для меня завершенная программа — это как строение, наполненное светом. Все уголки подсвечены, и ты осознаешь его структуру. Это по-настоящему пронзительное чувство, что ты все доделал до конца. У меня ушло некоторое время на то, чтобы понять, что создавать вещи своими руками, писать код, писать программы — это просто другой способ творческого выражения. Я думаю, что именно в наше время развивается культура творения. Появляются люди, которые создают собственные дизайны шарфов, шляп, люди, которые пишут собственные приложения. Ничто не ограничено воображением и то, какого рода ты идеи можешь реализовать. Ты можешь достичь с помощью компьютера нового понимания, которое ранее было невозможно достичь. Все самые великие вещи создаются в командах, когда ты можешь работать с другими умными людьми. Ты проверяешь свои идеи, мотивируешь других людей. Вот что делает нас успешными. Это не просто какая-то вспышка гениальности отдельного человека, который программирует 24 часа в день, 3 недели подряд. Волшебство происходит тогда, когда несколько людей обещаются на одной волне, сотрудничают и создают что-то вместе. Есть гораздо большая потребность в мире программистов, людях, которые могут писать программный код, чем когда-либо может быть удовлетворена. Поэтому у нас здесь всех
очаровательная жизнь. Чтобы заполучить лучших людей, мы стараемся делать офисы настолько классными, насколько это возможно. У нас просто фантастический шеф-повар. Бесплатная еда, второй завтрак и обед, бесплатная прачечная, закуски. У нас есть места, где можно поиграть в видеоигры, можно покататься на самокате. В офисе есть много интересных мест, где можно поиграть или расслабиться, просто подумать или записать музыку. Вы знаете, если представить себе Соединенные Штаты в виде пирога, то треть этого пирога занимается обычной работой. Не работает в правительстве, занята обычной технической работой. Но остальная часть пирога, большая часть пирога, распределена в виде маленьких тонких слоев во всех возможных областях. Ведь вы знаете, что компьютеры везде. Ты можешь работать в сельском хозяйстве, можешь работать в развлекательной сфере, можешь работать на производстве. Это просто повсюду. Итак, сейчас 2013 год. Мы все зависим от технологий. Это общение, банки, информация. Но никто из нас не знает, как правильно писать программу. Итак, ребята, что еще можно добавить? У кого есть идеи, что можно улучшить в нашей программе? Что еще может делать Тиффани? То, что я заметил, что мои ученики учатся от программирования, это способность преодолевать трудности. У них появляется критическое мышление, они учатся решать задачи. За то, что они далее могут применить математики для улучшения навыков чтения. У них улучшилась успеваемость в научных дисциплинах, и рейтинги выросли на 30%. Когда я учился в школе, я оставался на продленные занятия после урока. И люди смотрели на нас, смеялись над нами. Ну, мол, чувак, такие дела. Но я как-то не беспокоился. Я считаю, что это круто, я много учусь, и у многих моих друзей есть работа. Для этих ребят важно научиться разбираться в компьютерах, стать полноценными гражданами на этой планете. Выбрать правильную дорогу. Я думаю, нужно начать с малого. Я считаю, что самое большое неправильное представление об информатике и программировании в целом — это то, что нужно сначала освоить огромный объем информации, прежде чем что-то сделать. Тебе не надо быть гением. Это дело внимательности, практики, вот и все. Это не сложнее, чем таблица умножения. Тебе не нужно быть гением, чтобы писать код. Тебе не нужно быть гением, чтобы читать или изучать математику, нет. Я думаю, что если бы кто-то сказал мне, что программное обеспечение напрямую связано с людьми, что оно помогает людям в использовании компьютерных технологий, это бы поменяло мой взгляд гораздо ранее. Когда ты хочешь заработать много денег или изменить мир, программирование — это просто удивительно важный, дающий силы навык, который следует владеть. Иметь возможность взять идеи, реализовать ее, увидеть ее реализованной своими руками. Миллионы людей увидят эту идею. Я думаю, что это первое поколение, которое может получить такой опыт. Программисты завтрашнего дня — это как волшебники будущего. И примерно как если бы у тебя была магическая сила, которой нет в других. Это самая близкая вещь, которая приближает нас к сверхсиле. Хорошие программисты как супер-рок-звезды. Вот и все.